В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Мероприятие ЦИК по подготовке к выборам президента Абхазии, встреча лидеров Абхазии и России, заседание правительства, на котором был принят ряд важных решений. Эти и некоторые другие события определили информационный фон нынешней недели. О насущных заботах Центр избиркома. По подготовке к предстоящим президентским выборам мы поговорим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас напомню о наиболее заметных событиях последних дней. Важной новостью недели стала встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и президента России Владимира Путина в Сочи. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Уважаемый Рауль Джумкович, я очень рад вас снова видеть. Мы с вами договаривались об этой встрече раньше с целью посмотреть, как идут наши дела с точки зрения реализации планов развития тех проектов, о которых мы с вами договаривались. Прежде всего, это, конечно, планы социального развития. Посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время. Это первое. Второе, наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации республики как стабильному развитию, экономической составляющей, так и политической стабильности. Я очень рад вас видеть. Спасибо вам за возможность еще раз встретиться с вами и обсудить те важные вопросы наших межгосударственных отношений и те работы, которые проводятся по линии инвестпрограммы, инвестиционного агентства. Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты, такие как школы, детские и дошкольные учреждения. Идут работы по энергосистеме, благодаря той финансовой помощи, которая выделяется России. Строятся дороги, и немаловажным для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части наших оборонных ведомств, правоохранительных структур. И следует отметить и те работы, которые мы прежде проговаривали, возможность которых действительно даст Абхазии экономически развиваться. Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, это морское сообщение, воздушное сообщение. И разрешите мне от имени нашего народа, народа Абхазии, еще раз вас поблагодарить за все те работы и то внимание, которое вы уделяете республике. Спасибо. Глава правительства Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Гулерыбский район в понедельник, 5 августа. Премьер осмотрел восстановленные объекты инфраструктуры, пострадавшие в результате стихийных бедствий. Строительство всех сооружений шло за счет средств резервного фонда президента Абхазии. В Гулерыбском районе в селе Мархеул наконец отремонтирован мост. Качество работы оценил премьер-министр Валерий Бганба. Мост был построен еще в советское время и уже много лет нуждался в реконструкции. Его протяженность 140 метров. Во время ливневых дождей уровень реки сильно поднимался и подмывал несущие опоры моста. К тому же сами деревянные балки моста давно сгнили. Всякое передвижение по мосту было небезопасно для жизни, потому и было принято решение его реконструировать. Реконструированы полностью все опоры, углублена подземная часть на 2,5 метра, значит, сплошное армирование проведено, бетонные работы, видите, это очевидно, значит, отремонтирован настил, восстановлены ограждения, заменены трасса, проведены антикоррозийные работы и обработано все составами антигниения и против возгорания. Река Мачара разделяет село на две части. Восстановленный мост позволит беспрепятственно передвигаться из одной части в другую и пешеходам, и автотранспорту. Кроме строительства моста, здесь также были проведены работы по расчистке и изменению русла реки Мачара. Это было необходимо, потому что река во время ливневых дождей выходила из берегов и подтапливала двор Мархеулской школы. Река смывала школьный двор, спортивную площадку с одной стороны, а с другой стороны высоковольтную линию. Действительно находились на грани эти две части. Спортивный двор даже немножко смыло. Дома здесь поблизости к берегу нету у нас.
немножко они дальше. Главное вот школа, которая находится ближе реки. Валерий Бганба также ознакомился с итогом противопаводковых мероприятий в селе Каштаг. На протяжении многих лет в этом районе дома подтапливало после ливневых дождей. Для устранения проблемы строители расчистили и расширили русло реки, модернизировали водостоки. Организованный сброс воды в центральную, так скажем, водосборную канаву и выход ее открыли проход в море. Это путем мостиков, 60 с лишним метров железобетонной лотка построили большого сечения. И, как показали вот последние ливневые дожди, эта система работает. Кроме того, вдоль главной трассы Обжирское шоссе были проложены ливневые стоки и установлены 10 переходов над дождевыми канавами с целью недопущения подмыва территории. Подводя итоги рабочей поездки, премьер-министр Валерий Бганба отметил высокое качество и эффективность проведенных работ, особо подчеркнув важность реализации проекта по реконструкции моста через реку Мархеул. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Очередное заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось 6 августа. Было рассмотрено 15 вопросов. Члены правительства утвердили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Всего в списке 89 наименований медикаментов. Министерству здравоохранения поручается до 1 ноября текущего года представить актуализированный перечень лекарственных средств. Совместно с Министерством финансов проработать проекты подзаконных актов, которые будут регулировать условия и порядок льготного обеспечения лекарственными средствами. Министерству экономики и Минздраву осуществлять систематический мониторинг рынка лекарственных средств и при наличии соответствующего экономического обоснования информировать Кабинет министров о необходимости корректировки размеров предельных надбавок. Для усиления социальной поддержки участников боевых действий в Афганистане Кабинет министров республики принял решение о выплате ежемесячного пособия в размере 3000 рублей ветеранам-афганцам. Кроме того, правительство утвердило правила стандартизации средств размещения туристов. Госкомитет Абхазии по стандартам энергетическому и техническому надзору до 1 ноября этого года должен разработать и принять индивидуальные требования к каждому виду объектов размещения туристов. Правительство внесло изменения в постановление Кабинета министров республики, в которых утверждены структура органов внутренних дел и штатное расписание МВД Абхазии. В целях повышения эффективности правоохранительной деятельности Министерством внутренних дел Абхазии была проведена реорганизация структуры ведомства и оптимизация штатного расписания. Также был окончательно расформирован штат службы экономической безопасности. Сотрудниками данной службы выявлено было после реорганизации из полученных доходов от незаконной коммерческой деятельности в размере 127 миллионов 932 тысячи рублей, а также факты контрабандного ввоза на территории Республики Абхазия товарно-материальных ценностей на сумму 11 миллионов 505 тысяч рублей. По линии госавтоинспекции также был проведен ряд изменений. Расформирован батальон ДПС УГАИ. За счет освободившихся штатных единиц сформированы патрульные службы отделов ГАИ, городских управлений и районных отделов внутренних дел. Это было сделано для того, чтобы в районных отделах, в городских отделах обеспечить порядок движения, обеспечить порядок движения по обеспечению правопорядка на трассах, на дорогах, для того, чтобы было мало дорожно-транспортных происшествий, для того, чтобы было выявлено лиц, которые на сегодняшний день совершают дорожно-транспортные происшествия. Также продолжается и поэтапная реализация проекта «Безопасный город», в рамках которого МВД проводит мониторинг общественной безопасности на дорогах. На сегодняшний день мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы обеспечить полностью всю трассу видеокамерами на территории республики. А также мы хотим обеспечить видеокамеры также на территории таких крупных городов, как Сухум, Гагра, Ачимчира и другие города.
Серьезно укреплена система подготовки молодого кадрового состава МВД. На базе Сухумской средней специальной школы милиции функционирует учебный центр МВД Республики Абхазия. Это площадка подготовки профессиональных специалистов и повышения квалификации. Также при учебном центре создана кинологическая служба. Кроме того, на основании соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Абхазии и России курсанты из Абхазии получают высшее образование в вузах МВД России. Также в целях регулирования деятельности ОВД проведена инвентаризация нормативно-правовой базы Министерства внутренних дел, то есть установлены правоопределяющие документы, нормативные и правовые акты, обязательные к деятельности. Утверждены должностные инструкции и функциональные обязанности. Рассматривая криминогенную обстановку и деятельность внутренних органов, в ведомстве провели анализ данных с 1994 года. Наивысший показатель преступности по этой категории зарегистрирован был в 1995 году. Было тогда 45 фактов похищения граждан. За 24 года и анализ имеющейся статистики за аналогичные промежуточные периоды процент данной категории преступлений по отношению к общему числу совершенных преступлений общеуголовной направленности снизился с 2,4 до 0,4%. Наименьший показатель данного преступления в 2017 году было это одно преступление. В ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены и выявлены организаторы наркотрафика на территорию республики. МВД Абхазии ведет активную информационно-агитационную работу среди граждан по проблемам наркомании. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. На этой неделе в Южной Осетии, в Абхазии вспоминали жертв грузинской агрессии августа 2008 года. 11 лет назад, в ночь на 8 августа, грузинские войска подвергли массированному артобстрелу Южную Осетию, в результате чего была разрушена часть ее столицы – Цхинвал. Сотни погибших, среди которых много женщин, стариков и детей. Тысячи разрушенных домов – таков итог войны. 8 августа в посольстве Южной Осетии в Абхазии прошли памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям августа 2008 года. Почтить память жертв грузинской агрессии пришли президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства и общественность. В понедельник в Центр избиркоме Абхазии прошло очередное заседание. Подробности напомнят наши корреспонденты. На повестке дня очередного заседания Центральной избирательной комиссии 7 вопросов. Один из главных – утверждение избирательного бюллетеня по выборам президента Абхазии. На рассмотрение было предложено 3 варианта бюллетеня. При обсуждении мнение членов Центра избиркома разделилось. Я хочу, чтобы заинтересованные стороны в первую очередь посмотрели, как визуально им покажется, что видно, да, вот именно того кандидата, которого, как учтено у нас многонациональное население, понимаете, которое смотрит, немаловажный факт. Айцхран, убийца бюллетень и Чахкару, Айжлер, дымнилок, чтобы не выбросить его бюллетень в мусор, понимаете или нет. Жалко человека, слушайте, голос теряется. В первом варианте он уже записан, и видно, что конкретно кандидат в президенты, вот он есть. Мы придем к одному варианту, возьмем его за основу, предварительно утвердим. До окончательного утверждения мы выслушаем их предложения. Я им покажу, что вот за основу взять вот такой вариант. Если какие-то будут дельные предложения, мы здесь все коллеги рассмотрим. Далее члены ЦИК обсудили принятие рабочего блокнота участковой избирательной комиссии, который регламентирует режим и правила работы участковых и избирательных комиссий, а также ряд других аспектов. Член избирательной комиссии Дмитрий Шамба подчеркнул, что при утверждении рабочего блокнота за основу был взят блокнот 2017 года, который использовался во время парламентских выборов. Он также рассказал об изменениях, внесенных в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Если режим работы на территории Республики Абхазия, участковые комиссии на постоянной основе работают за 10 дней, и это связано с тем, что за 10 дней вывешиваются на избирательном участке списки избирателей. В любое время может каждый избиратель подойти, ознакомиться, включен он в список или нет.
то список избирателей за пределами Абхазии не составляется, и он не вывешивается в списке избирателей за 10 дней. Поэтому режим работы участковых избирательных комиссий за пределами Абхазии, он отличается от режима работы на территории Абхазии. И предыдущим решением ЦИКа принимали, что режим работы определяется тем должностным лицом, по представлению которого мы открываем. Это либо посол, если это в Российской Федерации, а если это в Турции, то полномочным представителем. Также Центр избирком Абхазии принял решение, согласно которому избирателям запрещено фотографировать бюллетень для голосования. В этой связи в кабинках для голосования будут развешаны предупредительные знаки. Сария Гварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Все меньше времени остается до выборов президента Абхазии, которые должны состояться 25 августа. И тем важнее и ответственнее становится работа Центра избиркома республики. Какие мероприятия, согласно плану подготовки к выборам, проводит сегодня ЦИК Абхазии? С какими вопросами обращаются в Центр избирком граждане? И что нового в процедуре голосования? Мы обсудим с гостем студии, членом Центральной избирательной комиссии Абхазии и пресс-секретарем ЦИК Еленой Лабахуа. Здравствуйте, Елена Магбетовна. Здравствуйте. Елена, завершился процесс регистрации кандидатов. ЦИК уже проверил документы кандидатов в президенты Абхазии. Каковы сегодня действия ЦИК согласно плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии? Ну, я вообще хочу сказать, что вообще деятельность ЦИК заключается в нескольких направлениях. Одна задача – это нам обеспечивать все временные рамки, которые определены конституционным законом. То есть они определяют, когда заканчивается регистрация кандидатов, когда начинается предвыборная кампания, весь ход самой предвыборной кампании. Ну и все остальные какие-то документы. Этот план основных мероприятий, он как раз выстроен на основе всех законодательных установок. Другая часть – это обеспечение проведения самих выборов, то есть это работа с избирателями и работа с участковыми избирательными комиссиями. Естественно, как вы знаете, основной упор вообще выборной кампании осуществляет участковые избирательные комиссии. То есть они работают с избирателями, они формируют списки избирателей, на участковых избирательных комиссиях, в участках проходят выборы. Ну, это основное звено, через которое идет вся выборная кампания. Один план мы с вами сказали, а второй план – это текущая деятельность. То есть вся текущая деятельность, которая ЦИК проводит по проведению, обеспечению. То есть это обращение, жалобы граждан, какие-то обращения штабов у нас инициативных групп, которые выдвигают кандидата в президенты. То есть какие-то текущие вопросы, которыми также задействована Центральная избирательная комиссия. То есть сейчас на данный момент сформированы все участковые территориальные комиссии, и их состав тоже утвержден? Да, они все сформированы, все утверждены, но процесс все равно продолжается. У нас по закону конституционному члены участковых и окружных избирательных комиссий не имеют права представлять какого-то кандидата в президенты, быть его доверенным лицом. И поэтому еще есть некоторая текучка. То есть это все нормальный процесс, участковый член, который выходит из участковой комиссии, он пишет заявление, обращается в окружное, мы утверждаем эти решения, ну идет эта работа, ничего в этом такого неожиданного нету, это какой-то обычный рабочий режим. У нас на сегодняшний день сформировано 153 участковые комиссии, которые объединяются в 35 округах. И еще 3 участка, которые за пределами Республики Абхазия. Эти 3 участка отнесены к 6-му округу, территориально, где находится Министерство иностранных дел, поскольку проведением выборов занимается полномочия, идет через наших полномочных представителей и МИДов. Вы имеете в виду, открылись избирательные участки в Москве, в Турции в Черкесске. И в Черкесске. В Турции где именно открылось? В Стамбуле. В Стамбуле. Скажите, пожалуйста, там и здесь уже идет какая-то работа по, скажем так, оборудованию непосредственно для голосования этих помещений? Да, конечно. Но у нас я хочу сказать, что обычно участковые избирательные комиссии располагаются в административных зданиях. То есть это будет школы, администрации и так далее. У нас проблемы сегодня с 10 участками, которые не имеют помещения, и мы помещения арендуем. Это дополнительные расходы. Мы сегодня изыскиваем средства, чтобы найти средства и заплатить за аренду этих помещений.
А так уже работа участковых комиссий идет. Мы, чтобы для обеспечения выборов, у нас уже, как вы знаете, есть урны, приобретена ткань, которая будет для кабинки располагаться. То есть все места, все работа идет с участковыми комиссиями. Плюс еще комиссии работают над списками, как вам известно. Они обязаны за 10 дней до выборов уже вывести списки, которые подписаны секретарем-председателем с печатью участковой комиссии. То есть эта вся работа участковых комиссий идет на сегодняшний день. Информацию, как я полагаю, вы получаете о списках избирателей из районов? Ну, пока они не сформированы, когда они будут полностью сформированы, уже будет известно, пока они работают над этим. Ну, предположительно, какое количество человек, вы думаете, будет голосовать на выборах? Мы пока эту цифру не озвучиваем, потому что будет плюс-минус какая-то информация, потом это будут... Давайте дождемся официальной итогов, когда будут у нас официальные списки, уже будет официальная цифра, и мы уже скажем. Но нужно сказать, что выборы у нас будут идти только по новым паспортам. Вот. И это решение мы основываемся на постановление, которое принял Кабинет министров. Они внесли изменения в положение о паспорте гражданина Республики Абхазия, где написано, что с 31 декабря 2018 года паспорт гражданина Республики Абхазия 2016 считается утратившим силу, и он имеет силу только на факт обмена документов. Вот поэтому у нас голосование будет идти только по новым паспортам. Что значит факт обмена документов? То есть, факт обмена паспорта, извините, да. факт обмена паспорта. То есть ты меняешь старый паспорт на новый, только в этом случае этот паспорт имеет юридическую силу. Во всех остальных вот это распоряжение от 15 июля 23 ноября 2016 года по распоряжению Кабинета министров. Так, еще раз. То есть человек, если у него находится сейчас паспорт на обмене, и он может предоставить документы, он может голосовать? Он может голосовать только паспортом. Только фактически только уже с фактически паспортом на руках. Вот у нас есть, вы можете... Здесь вот довольно однозначно написано, что запретить с 31 декабря 2018 года применение паспорта гражданина Республики Абхазия образца 2005 года в качестве документа, удостоверяющего личность, за исключением его использования для целей, связанных с его заменой на паспорт гражданина Республики Абхазия образца 2016 года. То есть он не является документом, удостоверяющим личность, естественно, он не может быть документом, который можно использовать при голосовании. Если говорить о текущей работе, чем еще занимается ЦИК в данный момент? Мы рассматриваем всякие заявления, обращения граждан. Наша задача обеспечить, во-первых, равноправное участие всех кандидатов, это с одной стороны, а с другой стороны обеспечить проведение выборов. И вот, я как пример могу привести, к нам обращаются граждане в связи с тем, что с новыми изменениями в Конституционный закон о выборах у нас отменены открепительные талоны. Но в связи с этим оказалась такая категория граждан, которые лежат в больнице, и военнослужащие. То есть они должны голосовать по месту жительства. А раньше у нас, значит, если рассмотреть историю избирательного права такого, то есть сначала у нас существовали на местах, в воинских частях, открывались дополнительные избирательные участки. То есть они могли там проголосовать, не отрываясь от исполнения своих обязанностей воинской службы. Потом были введены открепительные талоны, и участки, вот эти дополнительные, они были ликвидированы. На сегодняшний день у нас нету ни открепительных талонов, ни таких участков. Но поскольку люди обращаются, это нас волнует, и вот на последнем заседании в понедельник мы рассмотрели этот вопрос, и мы в своей деятельности руководствуемся только законом. Изменить может закон только парламент. Естественно, мы написали письмо и обратились, что в связи с тем, что есть вот такие вот проблемы, просим вас найти законодательный путь решения этой проблемы или дать какие-то рекомендации в рамках закона. Но вот, к сожалению, парламент не рассмотрел этот вопрос, и мы, честно говоря, не знаем, как будет, вот, например, военнослужащие, скажем, в больницах. Надеемся, что людей мало окажется в палатах или там так далее.
А военнослужащие все-таки это большой пласт, и как это, их надо всех в увольнение отправлять, и они должны ехать по месту прописки голосовать. Вот как бы такая проблема на сегодняшний день существует. Но этими вопросами тоже занимается ЦИК, то есть мы пытаемся согласовать. Ваша просьба, ваши вопросы, вообще обращение граждан касается просто всех военнослужащих или военнослужащих, которые находятся в данный момент на лечении? Всех, там две категории граждан. Есть категория военнослужащих и есть категория населения, лежащих в больнице. То есть это две категории населения. Но будем надеяться, что у нас здоровая нация, в больницах у нас день выбора, скажем, а военнослужащие это стабильное число людей, которые связаны с выполнением своего гражданского долга, находятся на воинских. То есть фактически всем им надо дать увольнение и позволить им поехать и проголосовать по месту жительства. Страна у нас маленькая, как бы это возможно, но вот не знаю. Когда ЦИК обратился в парламент? В понедельник было заседание, было принято решение написать письмо, и в тот же день мы обратились в парламент. Парламент вообще ничего не ответил? Или же были какие-то ответы? Они решили не рассматривать этот вопрос. В связи с чем объяснили? У меня таких полномочий нету. Я просто знаю, что как бы наше обращение не было поддержано. Вы сказали, что есть еще работа в ЦИКе, тоже связано с обращениями людей? Не с обращением. Сейчас как разные бывают вещи, но вот я как бы сейчас хочу и сказать о такой вещи, как бюллетень, который у нас там тоже. Про бюллетень мы и так планировали с вами поговорить. И, кстати, мы знаем, что парламент принял законодательно, что в бюллетене теперь будет имя, фамилия кандидатов в президенты и вице-президенты. Что еще? Вот это важно, потому что законодательство все определяет нам. То есть оно определяет, каким должен быть бюллетень. По старому образцу в бюллетене должно было, кроме имя, фамилии, отчества кандидата, и кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты должны были стоять еще и биографические их информации. Но в связи с тем, что у нас 10 кандидатов, плюс 2 языка, государственный и русский, то уже понятно, что этот бюллетень очень сложный, и избирателю было бы сложно в этом, дополнительные какие-то сложности. Единогласно члены ЦИК, понимая всю эту ситуацию, мы обратились в парламент, они пошли навстречу и приняли тремя чтениями поправку в закон, где разрешили оставить фамилия, имя, отчество. Тем более, что идет предвыборная кампания. На 2 языках? На 2 языках, естественно. И кандидатов в президенты, и кандидатов в вице-президенты. И это уже как бы довольно понятно, и вот такая согласованность у нас была. Но в связи с этим немножко отвлекусь я, если возможно. Они попросили, то есть поскольку это новая форма, то есть они просто обратились с такой просьбой, когда вы будете принимать свой бюллетень, покажите нам просто визуально, на что это будет похоже. Здесь мы не увидели никакого как бы нарушения наших прав, хотя это наши полномочия, то есть мы утверждаем бюллетень. Ничего нету, тем более было 3 варианта бюллетеней, и мы сказали, можете посмотреть. Я в связи с этим хочу немножко отвлечься. У нас присутствовала телевизионная группа. Мы хотим быть открытыми, но есть какие-то очень специфические вопросы, которые немножко юридически сложные, может быть, и не очень воспринимаемые. В сюжете по телевидению прошло, что мы отправили на рассмотрение парламента. И мы не можем отправить на рассмотрение парламента, это есть задача только ЦИКа. То есть какая-то такая маленькая юридическая неточность, для зрителей она, может, прошла незаметно, но получилось, что мы свои полномочия сложили, нарушив закон. То есть это немножко такая вещь, и поэтому мы стараемся в своих информациях по работе ЦИКа быть достаточно корректными, быть взвешенными и показать, что мы действуем в соответствии с буквой закона. Уже в понедельник бюллетень будет у нас на заседании рассмотрен, форма будет принята, и уже начнется его изготовление. Какой вариант больше понравился парламентариям? Мы не знаем, мы в понедельник узнаем. Вы сами еще не знаете, да? Не, а в чем разница между 3 вариантами? Там в принципе все как положено, просто есть метод компоновки, скажем. То есть
как расположены, ну, как сгруппированы. Но это технические вещи, здесь ничего нету. То есть все в рамках... Там все по алфавиту. Все по алфавиту, естественно. Мы сейчас, вот как будет принят бюллетень, мы его обсудим. Единственное, что вот по бюллетеню, если обратиться к гражданам, вот хотелось бы, значит, там у нас написано, что голосование, что сегодняшним показателем выбора избирателя является отметка в поле для голосования. Вот там напротив каждого кандидата есть квадратик. Вот в этом квадратике нужно поставить любой знак, который обозначает, не написано в законе, какой знак, не обозначено. То есть мы должны вот показать, что из этих 10 мы вот этого выбрали. То есть если избиратель пришел на избирательный участок, если он делает выбор, и важно, чтобы его голос был услышан, ему надо вот однозначно, четко показать, кого он из них выбрал. И вот в этот квадратик поставить свой знак. Вот и очень это важно, потому что он совершил и усилия, и важно, чтобы его голос был учтен. Ну, обычно это галочка, но максимум крестик. Галочка, крестик, да. Ну, как бы. Если человек, допустим, проголосовал за одну кандидатуру, а вдруг он перепутает и проголосует за, допустим, ну, вице-президента из другой связки, скажем так, то бюллетень недействителен. Если на этом бюллетене больше 2, то есть он может отдать свой голос одному кандидату. Если он запутался и там заметил это, например, уже во время выборов, он может подойти к комиссии, сказать: я испортил бюллетень, написать заявление. Там есть определенные процедуры, которые позволяют это сделать. Ну, в бюллетене написано, я как просто сейчас не помню, как было на прошлых выборах, фамилия кандидата в президенты, ниже идет фамилия кандидата в вице-президенты. Но галочку ставят напротив одной фамилии. Они, знаете, как это все в ряд, они все разделенные, есть полоски, которые отделяют. То есть, но за вице-президента же отдельно не голосуют. Нет. Да. Это один квадратик, и выбираем фактически кандидатов в президенты. У нас выбор идет кандидатов в президенты. Конечно. Раз зашла немножечко речь о вице-президентах, вот один из кандидатов в вице-президенты сложил свои полномочия, Давид Досанья. Вот в связи с этим что говорит закон? Ну, закон говорит, мы действуем на основании закона. Для нас основанием, что он сложил свои полномочия, будет заявление в ЦИК. Такого заявления не поступало. И потому официального заявления. Пока нет официального заявления, нет официальной реакции ЦИК. Но если какие-то это произойдет, есть тоже в законе прописан, есть статья 10, там все написано, как идет весь этот механизм. Не позднее 5 дней до выборов кандидат в президенты должен заявить новую кандидатуру. Там есть от 10 до 5, там все это прописано, я могу сейчас точно посмотреть, если вот как бы... То есть он, кандидат в президенты, может привлечь другого человека на должность вице-президента? Кандидатура кандидата в президенты в связи с тем, что кандидат в вице-президенты снял полномочия, она не снимается. То есть есть возможность ему ввести другого кандидата в вице-президента. Поговорим о том, есть ли процедура досрочного голосования, существует ли? Нет, у нас же нет открепительных талонов. Естественно, нет процедуры досрочного голосования. Но у нас есть удостоверение, дающее право на голосование. То есть это такой документ. Есть люди, которые имеют паспорт, но не имеют прописки. То есть тогда непонятно, где они должны голосовать. Такие люди обращаются в ЦИК, пишут заявление. Журналом строгой отчетности с реестром им выдается удостоверение на право голосования. Они сами говорят, где хотят проголосовать, в каком округе, в каком участке. И вместе со своим паспортом могут прийти на участок, их вносят в дополнительный список, забирают у них удостоверение на право голосования, и они голосуют. То есть у нас только такое, дополнительного... Кстати, речь зашла о прописке. То есть если у человека нет прописки, он только по определенному документу, который потом забирается после того, как он проголосовал. А если он, допустим, прописан в одном месте, а живет совсем в другом, и ему не очень удобно куда-то переезжать, допустим, в этот день? Только только что, как мы предыдущие говорили, только по месту прописки. Только по месту прописки. То есть если я, допустим, прописана в Тхварчале, но нахожусь и живу и работаю в Сухуме, я должна вернуться в Тхварчал и там проголосовать. Ну так да, получается. Вот это, то есть у нас такой сегодня вот закон, который отменил открепительное удостоверение, и в связи с этим мы голосуем только по месту прописки. Какими-то еще вопросами обращались граждане?
Ну, так есть мелкие какие-то вопросы, а таких вот как бы глобальных у нас нет. Что предстоит ЦИКу на следующей неделе, кроме того, что вот в понедельник у вас будет заседание и... Так, очень хороший вопрос. Да. Вот я начала говорить, потом отвлеклась. Наша задача обеспечить правильную работу участковых избирательных комиссий. Вот мы на прошлой неделе утвердили рабочий блокнот участковой избирательной комиссии, в котором есть основные принципы работы участковой комиссии, законодательные вопросы, которые могут возникать в оформлении протоколов. Ну, вся текущая работа участковой комиссии там утверждена. Эти блокноты будут распечатаны, розданы в участковые комиссии, и уже создана рабочая группа по проведению семинаров с членами участковых комиссий. Они пройдут во всех районах, и по графику будут проведены встречи. Еще раз напомнят, если это были старые члены, если новые, то будут такие как бы вопросы, которые будут возникать в деятельности участковых избирательных комиссий. Ну, текущая работа идет такая же. Вот, например, мы готовим сейчас, обязаны мы сделать информационные такие, не бюллетени, а плакаты на каждого кандидата в члены президента, то есть это, которые будут на участке располагаться. Вот мы сейчас над этим работаем. Мы всю свою деятельность согласовываем с избирательными, с инициативными группами, чтобы как бы их права тоже были учтены, чтобы это было максимально. Вот эта вся ваша работа по бюллетеням, по плакатам, которые должны изображать кандидатов, да, они все оплачиваются из бюджета самого ЦИКа? Конечно. То есть это все ЦИКа. И вот я сказала, что проблема у нас с тем, что у нас дополнительно возникли вопросы необходимости аренды еще 10 участков. То есть были какие-то участки, иногда где мы арендовали, но теперь эти помещения либо штабы, либо инициативные группы взяли, либо еще какие-то арендодатели, например, не хотят это выдавать, либо, пользуясь моментом, взвинчивают цены. Понятно. И как планируете выходить из этой ситуации? 10 участков не так мало? Мы планируем, во-первых, нас как бы в деятельности поддерживает государство, и с другой стороны есть возможность какие-то статьи сократить, например, расходом, что-то увеличить. Мы в любом случае это решим, это наши обязанности, мы занимаемся этим, и эти вопросы будут решены. Еще меня очень интересует, как все это будет выглядеть на практике. Вот, учитывая количество кандидатов, значит, будет и наблюдателей много, значит, будет и еще представителей, международных наблюдателей, международных представителей самих кандидатов. То есть, какими должны быть по размеру участки, чтобы, допустим, вот, обеспечить голосование 10 кандидатов в президенты? Ну, этот вопрос сложный, но решает этот вопрос все-таки участковая избирательная комиссия. Да. В положении участковой избирательной комиссии все прописано. То есть каковы функции наблюдателя. Каждый кандидат в президенты имеет право до 3 наблюдателей, но одновременно на участке присутствует 1. То есть вот если как бы спокойно отнестись, то их будет 10 человек. Доверенные лица кандидатов в президенты тоже обладают правом быть наблюдателем. Но если придет доверенное лицо, тогда наблюдатель от этого кандидата должен покинуть помещение. То есть 2 человека наблюдателя, там доверенное лицо, не находиться не могут. Еще задача стоит ведь не только присутствие наблюдателей, мы еще занимаемся с тем, чтобы обеспечить безопасность. Как бы в положении описано, что вот деятельность наблюдателей, их расположение, все это на усмотрение участковой избирательной комиссии. Но наблюдатель не имеет права вмешиваться в деятельность участковой комиссии. Его задача наблюдать. Его располагают на расстоянии визуального наблюдения, там, выдачу бюллетеней, просмотр паспортов, в том, как идет ход голосования. Он не имеет права. А еще толчии не будет? Не должна быть. То есть они могут договориться, расположиться, предоставить им место, с которого им все видно, чтобы они могли следить за работой комиссии. Вот мы еще приняли решение, тоже на прошлом заседании, мы запрещаем проведение фото- и видеосъемки на участке самом. Это законно? Да, это законно. Это для того, чтобы ни у кого не возникло желания сфотографировать свой проголосовавшийся бюллетень или еще какие-то вещи, чтобы свободно шло волеизъявление гражданину, чтобы ничего ему не мешало, чтобы никто не пытался там сфотографировать, сколько человек и там. За кого ты проголосовал, да. Покажи мне. Да, да.
Ну вот такое, это все факторы, которые мы думаем, Это что... возможно отследить, если, допустим, это в кабинке будет в сделано? кабинке будет одна сторона открыта, то есть будет видно, он заполняет, спиной станет. Как будет обеспечиваться безопасность с учетом того, что, как я уже сказала, будет много народу, скорее всего, на участке. Но вот с МВД, с МЧС, какая-то работа сейчас ведется? Естественно, мы с ними согласовываем все свои деятельность, мы с ними сотрудничаем, то есть у нас и сотрудники МЧС, и Министерство внутренних дел, и службы госбезопасности. Как всегда на выборах мы с ними сотрудничаем, и они, конечно, их сотрудники работают, потому что нам важно обеспечить безопасность в местах массового скопления граждан. То есть это государственное дело, и, естественно, все службы в этом задействованы. Мы немножечко не затронули тему урн. Есть новые урны, насколько ЦИК нас оповещал, что вот вроде закуплены. Вот расскажите. Да, урны закуплены, новые, мы их даже показывали, демонстрировали. Проблема в том, что сейчас делаются урны прозрачные. Мы делали урны пластиковые, пластик склеенный, даже новые, которые не использованы, они от выборов до выборов расклеиваются. И вот в этом году появилась возможность у нас сделать разборные урны. Здесь как бы две вещи. Закупить, да. А здесь как бы две вещи. С одной стороны, вот этот стандартный большой ящик, он требует места хранения. В ЦИКе мы их хранить не можем. Вот 153 участка, и вот этот объем уже габариты понятные. А эти урны сборные, то есть они вот складываются в мешочек плоский. А участки мы тоже, я сказала, у нас не наши постоянные, то есть это школы, какие-то административные здания. Обязать людей в течение 3 от выборов до выбора хранить этот ящик. Плюс он сам не стойкий, даже то, что у нас находится, они расклеиваются. То есть мы решили, и каждый раз это денежные траты. То есть сейчас мы их закупили, гарантия каждого этой урны на 5 выборов, то есть он прозрачный, он на стальных стержнях, каркас сделан. Если что-то повредится, его можно какие-то части изменить, то есть это такая денежная экономия, что нам не придется на каждые выборы заново покупать урны, и какая-то статья расходов будет все-таки сэкономлена. То есть это такое вот, мне кажется, разумное решение, тем более они хранятся, ты сложил, мы их можем все собрать, складировать, они много места не занимают, к следующим выборам раздать участкам. Еще раз о процедуре голосования. Напомните, как люди должны себя вести и каким образом работать с бюллетенями. Ну, надо взять... Во-первых, мы недаром же участковая комиссия за 10 дней вывешивает списки избирателей. То есть можно в течение этого времени подойти к участковой комиссии, уточнить, если ты в списках, поработать с списком, включиться в основной список избирателей. Прийти в день выборов с паспортом на свой участок, где ты прописан. Там в реестре ты занесут паспортные данные, под подпись получает человек бюллетень, и с бюллетенем уже ставит знак. Мы не можем сейчас обозначать, какой знак, потому что он не определенный. Если мы что-нибудь сейчас озвучим, получится, что вот это за основу принято. Вот ставит просто знак напротив того кандидата, которого он выбирает. Должен быть какой-то знак именно против одной единственной фамилии. Там напротив фамилии стоит квадратик, и в этом квадратике нужно поставить знак. Если, допустим, будет 2, то бюллетень уже испорчен. Не действует, потому что 2 знака мы уже не знаем, кому отдано было предпочтение. То есть участковая комиссия может посчитать, что это действительно... Здесь не видно волеизъявления гражданина. Знак должен показать волю изъявления гражданина. Если человека нету в списках? Если человека нет в списках, но он прописан, он приходит с паспортом, его вносят в дополнительный список, и он также получает бюллетень и голосует. А еще ставится штампик у нас в этом году. Значит, в паспорте ставится штампик, что человек проголосовал. То есть вот еще такое вот. То есть без всяких маркировок? Без маркировок, но будет стоять штамп. Елена, спасибо вам за интервью, спасибо, что пришли к нам в студию, еще раз напомнили о том, как нужно проголосовать и какими сейчас делами занимается ЦИК. Спасибо большое. ЦИК тоже заинтересован в том, чтобы граждане были информированы и обладали необходимой информацией, чтобы сделать свой выбор и проявить свое волеизъявление. Спасибо. До свидания. Напомню, что о работе ЦИК по подготовке к выборам президента Абхазии рассказала член Центр избиркома, пресс-секретарь ЦИК Елена Лабахуа.
Руководство Абхазской государственной телерадиокомпании обратилось к Центральной избирательной комиссии с заявлением. Основной язык ведения бесплатных прямых эфиров с кандидатами в президенты Республики Абхазия, как определил ЦИК, является абхазский, с возможностью применения и русского языка. АГТРК обращает внимание и просит ЦИК применить меры реагирования к фактам нарушения этого правила некоторыми кандидатами в президенты, которые во время прямых эфиров использовали в основном русский язык. Со 2 августа мы проводим ежедневно прямые эфиры с кандидатами в президенты Республики Абхазия в соответствии с форматом, определенным Центральной избирательной комиссией. Мы столкнулись с тем, что некоторые кандидаты не следовали установленному формату и нарушали правила. Наши журналисты готовятся к эфиру на абхазском языке, стремясь раскрыть личность и политическую программу кандидатов для телезрителей. Однако, получая вопросы на абхазском языке, некоторые кандидаты отвечали на русском языке, делая тем самым беседу неполноценной. Мы уже получали жалобы из штабов других кандидатов, и руководство ГТРК считает неблагоприятным подобный прецедент для следующих кандидатов. Поэтому мы попросили Центральную избирательную комиссию отреагировать. Обращаясь к кандидатам, хочется отметить, что формулировка, определенная Центральной избирательной комиссией, что основным языком ведения бесплатных эфиров является абхазский с возможностью применения русского языка, абсолютно не означает, что кандидат может весь эфир говорить на русском языке. В своей деятельности АГТРК также руководствуется и законом о государственном языке, в соответствии с которым не менее 2/3 вещания должно быть на абхазском языке. С 12 августа в соответствии с жеребьевкой Центральной избирательной комиссии мы начинаем бесплатные прямые эфиры с кандидатами в вице-президенты, языком ведения которых также является абхазский. Поэтому мы призываем всех кандидатов следовать установленному формату и рассчитываем на понимание. А теперь анонс культурного события будущей недели. 11 августа в 19 часов в Абхазской государственной филармонии состоится концерт «Пиано-дуо». Традиционное выступление дуэта заслуженной артистки Абхазии Нинель Бжания и пианистки Гулизы Авицба в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. В концертной программе произведения Баха, Вивальди, Прокофьева, Хачатуряна, Римского-Корсакова и Рахманинова, а также классическая обработка известных хитов Фредди Меркьюри, Майкла Джексона и других. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.